Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Район Ой, дядя Серега. Гриневка. Здравствуйте, здравствуйте, Здравствуй, ребятки. здравствуй, дорогой, здравствуй, уважаемый. Вы в паре ходите сегодня, да? Да, мы так решили немного поприколоться. Понял. Что Ну, новенького, я- как у тебя? А ничего новенького, вот сижу, общаюсь, ну, как всегда, со знакомыми здороваюсь, с незнакомыми знакомлюсь, и вот так вот. Ну, отлично. Что-то новенькое есть из произведений, что-нибудь? А только про крымского ежика стишок написал, ты знаешь О, его? классненько. Знаю. Ну так, ну видел, ну общались как пару раз. Ну, А что, давай послушаем, если есть возможность. конечно. Я только за, если можно. Давайте, я ж не против. Я так потихонечку про блогеров пописываю. Не, не 17 цели. Мы мало что знаем подробно о Крыме, а кто-то и вовсе не знает, что наш. Могу дать совет, кто вам точно поможет узнать поподробней прямо здесь и сейчас. Канал «Крымский ежик». Там Женя ведущий. Историю знает он точно свою. И именно этим Цыпсо нагибает. С победой выходит он в каждом бою. А как же иначе, коль там он родился? Герой Севастополь его воспитал. Победами предков всегда он гордится. Историю предков доносит и нам. Не продал он Крым и сейчас на Майдане не стал за печенье с кастрюлей скакать. Он всем доказал, что крымчане – Россия, а российский наш Крым никому не сломать. А если вдруг кто-то захочет послушать за пляжи в Крыму, за Артек, за Форос, то крымский вам ежик и это расскажет. Покажет вам Ялту, Гурзуф, не вопрос. Ну что, цепануло? Грызет любопытство? А что ж ты еще не на стриме ежа? Иди подпишись и отметься лайкосом. И Крым для тебя станет ближе слегка. Ну вот, спасибо. Вот такой вот. Классненько. Спасибо Прям вообще вам, супер. как всегда. Спасибочка, И, да- и даже репутацию тебе, смотри, сразу тебе лайкал уже целый миллион уже сразу. вы... Коротко, четко, по факту, все Да. прям, как должно быть. Совершенно верно. Ну, у Без меня, всяких заковырок. у меня вот так, чтобы что-то думать, у меня не получается. У меня рука берет, вот посмотрел ролики и пошла автоматически, а там что она пишет, я не это. А вы же сразу на двух стримах, что ли, да? И там, и там? На моем пока. А, На понял, а я моем. думал, На твоей ЖК, да. и там, и там. Так что вот такое. Ну, если на стриме еще, может, про кого хотят. Моя цель и читаю стишки, если вдруг там... А может это себя чуть-чуть, это, мне себе, это, про меня? Конечно. Это мое самолюбие можно потешить. Не, без проблем, ребят. Я всегда говорю, что если что, никогда даже не переживайте, буду хоть 100 раз читать. Но в этих случаях всегда опять повторяю, если там такое, что вот такие стихи, как где таежника касаются, стихи здесь надо отличные. видеть, ну еще раз, всё равно людям. Надо понимать ролики. Да, надо, Какие? и я людям говорю, Я чтобы не понять, знаю, вот, если Саня, сейчас ты не поймешь? поймете, да, если сейчас не поймете, про что речь, идите к таежнику на канал, и вот все, что здесь описано, пофамильно даже, или название каналов, вы все увидите у него. Это все описано ему, прям взято с его роликов. А роликов там вообще таких, я даже не знаю, где вы таких людей находите. Там можно смотреть, как реально кино. Заходишь и на комедии эти смотришь. Вот, слушаем, ребятки, все реально описано. Вчера вечерком я решил тусануться, пройтись по Ютубу, втыкнуться на стрим. Мне первым попался какой-то таежник. Не стал его скипать, остался я с ним.
Уселся я в кресло, винишко накапал. Нам немец играет шикарнейший блюз. Как только закончил, то сразу в экране вдруг появляется питерский туз. Концертная зона, гитара на взводе, вокруг барабаны красиво звучат, а он нам поет. Прямо здесь, вот на стриме. Ему аплодирует стоя весь чат. Закончилась песня, вскружилась рулетка. И снова в эфире у нас музыкант, канал одной крови, вдруг к нам подключился. И песни уже нам спевает Степан. Увидев такое шикарное диво, зову я супругу. Иди, мол, ко мне. На стриме проходит концерт здесь бесплатный. Садись со мной рядом, купайся в вине. А что было дальше, я сам еще в шоке. Я знаю, услышав, вы скажете «врет». Но я расскажу. А для тех, кто не верит, канал «Ты таежник» открой и вперед. Итак, в ожидании концерта вживую, наполнив бокалы, обнявшись слегка, сидим мы с Валюшкой, прильнувши к экрану. Сидим в ожидании на сцене певца. И вот стоп-рулетка. Распахнута ширма. В экране всплывает девчуля-краса. Мы с Валей гадаем. А что же сейчас будет? На чем нам сыграет? Красиво она. И вот кульминация. Прямо на стриме. Девчуля с улыбкой вопрос задает. Хотите ли сексом со мною заняться? Хочу я попробовать сразу втроем. Я сразу затих. Слышу рядом дыхание. Тихонько бокалы из рук я убрал. Шепчу я любимой. Быть может, родная, ты в зале посмотришь, какой сериал. И в этот момент Борода ей ответил, что как бы не против он так почудить. Бери, мол, подругу, прикид сексуальный, и сможем тогда тройничок замутить. Супруга вернулась. Я чую неладно. Я вижу, не нужен уже сериал. Она, улыбнувшись, ко мне повернулась. Сходи, дорогой, убери свой подвал. А что было дальше, уже я не знаю. Я молча спустился в глубокий подвал, убрался на полках, почистил картошку, а вот, возвернувшись, жену не узнал. За все меня хвалит, любимым назвала. Спасибо сказала за пройденный стрим. Детей очень быстро зачем-то собрала и к бабушке срочно сказала вези. А что было дальше, у нас под секретом. Про это лишь знает таежник один. А если же кто-то захочет подробно, смотрите видосы, ходите на стрим. Спасибочки. Здорово. Огромное спасибо. Ну, вот это описано, это реальное. Про- Это. ну, Ну, про я только психолога. придумал, что я с женой. Когда я психологом стал, да? Когда я Да, действительно там психолог переобул. это. Я вот тут... Надо вот это- У меня Надо очень- стишок вообще про гинеколога, как ты гинеколог Да написал. ладно, не надо, а там вообще. В Я, тему. Сереж, очень любят, очень просят ребята стих про Волгу. Я не знаю, что за стих. Про Волгу сейчас. Это, Если можно, вот здесь, конечно. кто, может, знает, все забываю переписать. И я встретил вот этого парня, он радостный такой, видел тебя на ролике в этом. Он не из Питера, из Саратова. Я все забываю переписать. Саратовский туз, не Питер. Помнишь это? Ну, кто не барабанщик. понимает начало, это там реально у таежника на канале немец играет на вот этом, забыл, как Да, называется, было, как было, я там было, написал, было. ну, на тромбоне на этом лиша. Да. А потом вот это правда, он парень не сейчас ходит по стримам, он из комнаты сделал концертный зал, там гитары, барабаны, только я ошибся, написал питерский туз, а он Да саратовский. ничего слышно. Да Ну, ничего я слышно. перепишу, я просто забываю и прочитал опять Министерство Саратов. культуры, что ли? Что- что? Не, Я не, не не. знаю. А, да, наверное, Министерство культуры. Да, вот, точно. Министерство культуры, точно. Но он из Саратова, но он все равно радостный, говорит, мне все равно, что там написано питерский, я себя Не, ну, вижу в красавчик. роликах. Вот, все, Красавчик. читаю про Волгу. Так.
Ну, Волга это все знают, что это позывной, да, чтобы... Да. Сейчас только найти мне надо это, Волгу. Мгм. Послушай, солдат, если ты меня слышишь, то есть еще шанс тебе видеть семью, обнять свою маму, сказать здравствуй папе, обнять своих деток, обнять и жену. Канал есть в эфире. Название «Волга». Единственный шанс, чтобы выжить в бою, а есть чистота и 6 цифр для спасения. 149 плюс 200 пишу. Скажу теперь мамам, не тем на Мальдивах, которые в Бентли на завтрак спешат, сыны у которых не знают окопов, а мамам, которые нынче в слезах. Звоните сынам и просите вернуться. Скажите, живыми родные их ждут. Напомните им про частоты в эфире. 149 плюс 200 спасут. Спрошу у отцов, сыновей вам не жалко, на убой за Европу детей отправлять? Или в памяти вашей забыт 41-й, как Европа тогда нас пришла убивать? Мы теряли отцов, а отцы наших дедов, потому что фашист убивал всех подряд, и он снова пришел, но намного хитрее. Между братьями смог он войну развязать. И вот если прозрел, то пиши скорей сыну. Если хочешь еще его встретить живым, позывной есть в эфире. Пусть скажет он «Волга». Единственный шанс, чтоб вернуться живым. Спасибочки. Ну, вот такой. Отлично. Спасибо. прям Спасибо. Ну, вот Просто это и про Волгу. доходчиво. Ну, потому что я глянул, все так рассказывают. Ну, к блогерам зайдешь на стрим, они там... У кого-то строчка идет, а я так не умею рассказывать. Я думаю, я стихом. Да, не, намного лучше получается. И я стишок написал им, и пусть, когда попадается... Надо где-то публиковать надо, либо в интернете, либо, я не знаю, видишь, какие-то паблики, ВКонтакте, вот эти. Не, ну у меня-то на канале есть, я на канал выкладываю к себе. А пока телеграма этого еще у меня нету, но сделаем. Я только... У меня ребята все вот так вот в ладошки хлопают. Спасибо, спасибо. Да мне-то за что, вам спасибо огромное. Вот. Поэтому такие вот. Ну, погода морозная, как у нас, да? Ну, 4 градуса. Ну, нормально. Ну, эти качели просто надоели. А так да. Хорошо. Ладненько, дядя Сереж, побежим дальше. Все, ребятки, пока. Спасибо тебе за что творчество. Мира, Спасибо. добра, главное здоровья тебе и всем, кто тебя окружает вокруг. Вот прям вот. Спасибо, спасибо. Всего самого наилучшего. Пока. Если что,